В медицине, особенно в военной медицине, есть такой термин «золотой час». Это то время, за которое необходимо оказать бойцу первую помощь, чтобы спасти его жизнь. И, конечно же, на передовой этому помогают автомобили. И чем больше будет автомобилей, тем больше жизней можно будет спасти. В скором времени автопарк вооруженных сил в зоне СВО пополнится 2 автомобилями «Волга», которые предоставляет коллектив Якутской городской больницы номер 3. С самого начала специальной военной операции больница постоянно помогает нашим бойцам, собирает гуманитарную помощь, перечисляет деньги в фонд поддержки участников СВО, отправляет медикаменты. Теперь же сотрудники медучреждения отправляют на спецоперацию 2 автомобиля. Они верой и правдой нам служили в борьбе с неизвестной тогда инфекцией коронавирусом. Я думаю, что вот эти автомашины, мы подготовили их технически, и так подготовили, да, и для передачи документарно тоже подготовили. Надеюсь, что эти машины верой и правдой также послужат для наших бойцов в зоне СВО. Легковые и гражданские автомобили используются на спецоперации не только медиками. Они помогают в работе, например, военным разведчикам. Те же машины, которые нам всегда нужны в потребности. Почему? Потому что для наших задач мы не всегда можем проехать в тех местах на военных машинах. Да? То есть определенные моменты, когда военная машина с определенными знаками, то есть вы понимаете, да, о чем я говорю, что это может быть КАМАЗ, либо это специализированная техника, просто не может там пройти, ее будут ждать. А можно сделать так, что это гражданская машинка, там пусть это будет УАЗик, грубо говоря, на нем написано хлеб, и уже будет работа по ней уже поменьше. На фронте автомобили не всегда работают долго, но даже за короткое время они могут перевезти десятки раненых, помочь в доставке нескольких групп разведчиков, подвезти продовольствие и посылки. Поэтому каждый переданный на фронт автомобиль бесценен. Александр Хавренко, Семен Афанасьев, Якутск.